Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Наступает один из таких известных месяцев, про который пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в хадисе говорит: поистине Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха Тааля, Шаабан – это Шахри, это мой месяц, и Рамазан – это месяц Уммы. Уммы, то есть нас, мусульман. Что мы знаем про месяц Шаабан? Шаабан – это священный месяц, но очень многие о нем забывают. Шаабан – это месяц, благостный месяц, благословенный месяц, про который пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе своем говорит: «Аксарун наси», очень многие люди, даже большинство людей, югафалу анху, они забывают, находятся в забвении, упускают эту уникальную возможность под названием месяц Шаабан. Почему? Потому что он находится между двумя великими известными месяцами. Запретным месяцем Раджаб, месяцем Аллаха Тааля, и месяцем Уммы, месяцем поста, месяцем благостных, добрых, благословенных дней и недель, это месяцем Рамазан. Поэтому очень важно как раз не упустить эту возможность. Но возможность, она от Всевышнего Аллаха Тааля дается как благодать. И максимально нужно использовать эту возможность. Этот месяц Шаабан, он еще знаменателен тем, что у него посередине месяца есть ночь Бараат, ночь очищения, ночь освобождения от грехов, от всего греховного, дурного, плохого. И в эту ночь желательно читать как можно больше намазов, как можно больше тауба, молитв и также намазов, когда очищается человек и прощается, освобождается от своих грехов и прегрешений. Но в эту ночь также желательно читать суру Ясин. Ее читается 3 раза, и после каждого раза есть определенная молитва. С этой молитвой мы обращаемся, увеличиваем свое пропитание ризыка, иншаллах, перед Всевышним Аллаха Тааля. Духовно мы тоже растем. И по милости Всевышнего, иншаллах, дай Аллаха Тааля, чтобы мы не упустили эту возможность. Но в месяц Шаабан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, еще одно достоинство упоминает. В этом месяце, в месяце Шаабан, меняются наши книги деяний. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: я люблю, когда мои книги деяний меняются, и я в состоянии поста. Поэтому я максимально использую эту возможность и пощусь, говорит пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И своим примером он нам показывает на этот путь к довольству Всевышнего, иншаллах. И этот момент, он уникальный момент. Мы находимся в преддверии месяца Рамазан. Если сопоставить месяц Рамазан с каким-то таким глобальным мировым соревнованием, например, Олимпийские игры, каждый атлет, он начинает задолго до этих Олимпийских игр тренироваться, подготавливаться. Так вот, у нас сейчас есть возможность в этот священный месяц еще успеть доготовиться, подготовить себя телесно, подготовить себя духовно, чтобы потом максимально выложиться в священный месяц Рамазан и получить всю благодать, весь баракат, весь свет этого месяца и радоваться. Ведь этот месяц, который выводит людей из несчастья к счастью, этот месяц, когда освобождает, очищает человека от всех грехов, этот месяц, который может изменить всю его жизнь в хорошую сторону. Иншаллах. Давайте же возможность эту не упустим и постараемся максимально сделать много добрых дел, максимально постараться всей душою, всем телом подготовиться к месяцу Рамазан и не упустить возможность, которая уже здесь и сейчас, в этот месяц, месяц Шаабан. Аминь. Пусть Аллах Тааля удостоит нас быть из числа тех, кто воспользовался благостью и благодатью месяца Раджаб, иншаллах,
из числа тех, кто использовал возможности месяца Шаабан, и из числа тех, кто максимально провел месяц Рамазан в благих, добрых деяниях и поступках, и таким образом получил милость, благодать от Всевышнего Аллаха Та'аля. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.